Добрый праздничный вечер, дорогие телезрители. В эфире национального телевидения старая добрая программа «Один из нас», которую вот уже огромное количество лет и с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И так повелось, что моими гостями становятся люди, ну, с одной стороны, вроде бы, да, они являются собой явления значимые для общества в целом. Они могут иметь механизм воздействия на те или иные процессы, которые происходят у нас в республике. С другой стороны, это я всегда говорил, мы же не инопланетяне по отношению друг к другу. Мы живем в одном и том же городе, мы ходим по одним и тем же улицам, ездим по одним и тем же дорогам. И у нас не может быть каких-то вещей, которые полностью противопоставлены. Я имею в виду тех людей, которые стояли или стоят у власти. Александр Николаевич Ким Ким Ын, известный в республике политический деятель. Здравствуйте. Добрый день. Александр Николаевич, я вот всегда с очень большим, знаете, я издалека начну, с большим негативом отношусь к тому, что люди, которые считают себя простыми людьми, они обычные и пышники, и так далее, они очень негативно относятся к слову «депутат». Вы подмечали такое, да? Если что-то типа такое явление какое-то, ДТП пьяное и так далее, они говорят, депутаты ведь не на то способны. Вам, как человеку, который много лет был и депутатом, и возглавлял структуры, которые, ну, грубо говоря, над всеми ветвями власти, да, не обидно вот такое вот отношение? Ну, я думаю, не обидно. Почему? Потому что если человек попадает в просак, то в этом есть его вина, да? А если это еще и народный депутат, безусловно, ответственность вдвое выше. И с этой точки зрения я думаю, что те люди, которые идут на это, они должны понимать степень своей ответственности, что они будут всегда в призме особого внимания. И, конечно же, они должны понимать, что депутат — это не только тот человек, который должен пользоваться каким-то авторитетом, статусом, да, но и двойной ответственностью в случае нарушения закона. Поэтому я думаю, что в этом отношении люди, безусловно, осуществляют некий общественный контроль. И с этой точки зрения то, что иногда происходит в нашей жизни в отношении депутатов или министров, ну, это нормальное явление, как вы сказали, они такие же люди, которым свойственно ошибаться, но, так сказать, цена их ошибки, она воспринимается обществом совершенно по-другому. Один из руководителей Перми подал в отставку на фоне того, что его чадо, сын, находясь на территории иностранного государства, допустил выражение, которое никоим образом не красит жителей вот этого региона. Да, я в курсе, я тоже и в Телеграме, и в других аккаунтах смотрю, как и что, и я думаю, что это достойный поступок отца, который является заместителем председателя правительства Пермского края, когда его сын говорит о том, что зачем мне Пермь, да? То есть, ну, вот такое выражение, это говорит о том, что человек немножко оторван от земли, и простые, понятные проблемы людей для него неведомы, потому что он папенькин сынок. Но и с точки зрения того, что он осознал, вот, что какие-то были изъяны, так бывает, что человек, который находится на государственной службе, не всегда имеет возможность воспитывать своих детей не от того, что он плохого мальчика родил, да, а просто не хватало времени. А с другой стороны, они, проявляя свою любовь к своим детям, они вот материально стараются возместить. И в результате получается вот такой результат не очень хороший. С другой стороны, смотрите, у нас есть куча примеров после февраля 22 года, которые произошли. У нас очень большое количество земляков проживает сейчас на территории других стран. Стран СНГ, даже иностранных совсем другого, скажем так, континента. И они допускают
и не такие выражения. То есть зачем нам Якутия, это самое мягкое, что они могут сказать в отношении нашей республики. Как вы, человек с огромным политическим опытом, относитесь вот к такому явлению, когда наши вчерашние соседи с территории Казахстана, Турции, Таиланда, возможно, Эмиратов и так далее, они не то что говорят, зачем нам Якутия, они говорят, мы ненавидим Якутию. Мы ненавидим Якутию в том состоянии, в котором она находится. Вот вы на это как смотрите? Ну, я здесь могу, наверное, в какой-то мере определить первопричины такого явления. Они в другом государстве и подпадают в некоторые сети других пропагандистских групп, которые настроены против России. Мы же видим, насколько мир против России. Потому что Россия — это великая держава, Россия — это самая большая по территории страна. И они вот подпадают под это и ведут себя не очень красиво, но я не исключаю, что эти люди когда-то будут возвращаться к себе на родину по разным причинам. Ну, наверное, им будет стыдно. Поэтому я не хочу их осуждать, как говорят, Бог им судья. А сам я вот, допустим, живу в Якутии и собираюсь здесь жить всегда. Почему? Потому что я люблю свою родину, люблю якутский язык, якутскую культуру. Я 32 года являюсь президентом Ассоциации национальных видов спорта, игр народов Якутии, Сахада спорт. Пропагандируем игры наших предков. Более того, мы из них сделали великолепные, притягательные виды спорта. Например, возьмем масс-рестлинг. Кому, как не якутянам, развивать Якутию, на самом деле. Да? То есть, где родился, там пригодился. Поговорка «она не на пустом месте создана». Если бы я по праву рождения имел бы возможность, скажем так, либо развиваться где-то в другом месте, либо остаться здесь, приложить усилия для того, чтобы здесь у нас дороги стали лучше, но есть всегда выбор. Я понимаю, что вот этот выбор надо уважать. Возможно, это ради детей, возможно, это ради будущего и так далее. Но все-таки вот это, кому как не якутянам, которым близка вот эта философия этой земли, да, сущность всей вот этой природы, которая составляет наш необъятный край, кому как не им вкладывать силы для того, чтобы жизнь здесь стала лучше, Александр Николаевич? Ну, вы, наверное, имеете в виду компании «Единороги», которые вот взрастились на якутской земле и сегодня являются мировыми компаниями. Ну, во-первых, мы должны гордиться то, что Якутия может воспитывать подобного рода людей, а во-вторых, эти люди, если сейчас не помогают, то, я думаю, в последующем, будущем обязательно помогут. Потому что, как вы говорите, корни наши якутские, мы все равно от земли Саха, и с этой точки зрения я не перестаю надеяться, что подобного рода люди, которые действительно проявили себя и добились определенной высоты, конечно же, не забудут, что они из Якутии. У нас есть два государственных праздника, и они связаны с числом 27. Это 27 апреля, то есть сегодняшняя дата, и 27 сентября. Люди, обычные люди, которые растят детей, откладывают на ипотеку и так далее, они зачастую путаются, Александр Николаевич. Путаются, и давайте вот одна из задач нашей сегодняшней встречи с высоты человека, который стоял, ну не в 22 году, по крайней мере в 92 году, был одним из руководителей республики, дать понять, в чем, ну не отличие, а что объединяет и что разнит вот эти даты. Ну, во-первых, Дмитрий Васильевич, с вашего позволения, я бы хотел поздравить всех якутян с сегодняшним праздником. Сегодня мы отмечаем День Республики. День Республики – это 27 апреля, и он связан с двумя датами. Во-первых, это в 22 году решением ВЦИК, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика, у истоков которого стояли Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Ржаков, Алексей Широких и их соратники. И я хотел бы сказать, что действительно
став республикой, мы пошли вот по такой столбовой дороге развития. Мы должны быть благодарны советскому периоду развития за то, что у нас хороший уровень образования, развитие культуры, спорта, мы имеем олимпийских чемпионов. И второе, конечно, эта дата, она связана с тем, что именно 27 апреля 1992 года, через 70 лет, вступила в силу Конституция Республики Саха-Якутия, принятая 4 апреля того года Верховным Советом Республики 12-го созыва во главе с Климентом Егоровичем Ивановым. В то время я был руководителем администрации президента, и хочу отметить, что роль Верховного Совета 12-го созыва, она огромна. Почему я так говорю? Потому что вот именно 165 депутатов, которые были избраны, они впервые в истории были избраны на альтернативной основе. Не секрет, что в советское время депутаты избирались по безальтернативной схеме, потому что это была квота обкома партии. Да? Там должна была быть доярка, должен был быть инженер, врач и так далее. Все категории и слои населения. А здесь вот впервые на альтернативной основе. И Михаил Ефимович Николаев стал народным депутатом, и народные депутаты Верховного Совета 12-го созыва оказали ему огромное доверие, избрав своим председателем. И я считаю, что это начало парламентаризма в Якутии, реального парламентаризма, то есть те люди, которые избраны на альтернативной основе. Плюс к этому Михаил Ефимович был избран народным депутатом РСФСР, то есть России. И с этой точки зрения у него была трибуна для того, чтобы отстаивать интересы республики. И здесь я хочу отметить, что именно Верховный Совет Республики 12-го созыва во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым приняла декларацию о государственном суверенитете. Здесь я хочу пояснить, что данная декларация не является каким-то сепаратистским документом. Он был принят в поддержку декларации о государственном суверенитете России, принятой 12 июня 1990 года. И вот данная декларация, она стала первоосновой для того, чтобы принять новую конституцию, где должны были быть прописаны все наши органы государственной власти. Это и президент республики, это и Госсобрание Ултумен, это и Конституционный суд Республики Саха-Якутия, то есть все три ветви власти, которые должны были работать во благо. Вот почему я говорю, что отцами Республики Саха-Якутия в том виде, как вторая республика, является Михаил Ефимович Николаев, Климент Егорович Иванов, который возглавлял Верховный Совет, и Дмитрий Николаевич Миронов, который является первым председателем Конституционного суда республики. А что касается 27 сентября, я специально сделал подводку про декларацию о государственном суверенитете республики, которая была принята именно 27 сентября 1990 года. Тогда я был помощником председателя Верховного Совета Михаила Ефимовича Николаева, и четко помню, как трудно все это принималось, было много оппонентов, но в то же время депутаты Верховного Совета большинством голосов приняли эту декларацию, потому что они почувствовали, что данная декларация, когда она была опубликована в наших официальных газетах, была поддержана народом на собраниях трудовых коллективах, в общественных организациях и так далее. Поэтому вот данная декларация, она является первоосновой для создания Второй Республики. Именно Верховный Совет Республики 12-го созыва принял много законодательных актов, которые определили будущее развитие и государственный статус республики в составе обновленной Российской Федерации. И именно этот созыв принимал законы, которые выводили нас из плановой экономики на рыночные рельсы. Поэтому я считаю, что мы должны поклониться народным депутатам Верховного Совета 12-го созыва за этот мужественный шаг, за декларацию, за Конституцию. И в-третьих, я хотел бы отметить, что Михаил Ефимович Николаев является инициатором подписания федеративного договора от 31 марта 1992 года, который спас Россию от распада. Это государствообразующий учредительный документ. Во-вторых, конечно же, именно 31 марта 1992 года Республика Саха-Якутия в единственном числе
подписала с правительством России соглашение по экономическим вопросам, где были определены доли Республики Саха-Якутия по алмазам, по золоту и так далее. 25 ноября того же года было подписано соглашение по разграничению собственности. И вот эти два документа, они являются столбовыми для того, чтобы формировать наш бюджет полноценно, для того, чтобы республика могла выполнять свои социальные обязанности. Александр Николаевич, вы очень много ездите по стране, бываете за рубежом, ну, человек современный. Вас не коробит, когда вот в Москве, Петербурге и так далее, ну, найдутся же оппоненты, которые скажут, а зачем нам в одной стране несколько конституций? Так мы дойдем и до того, что каждое поселение будет свои конституции принимать. Да? Как вы отвечаете вот на этот вопрос? Почему у нас наличие республиканской конституции и наличие российской конституции – это явление нормальное? Потому что это прописано в Конституции Российской Федерации, которая является основным законом нашей страны. Там написано «Республика» в скобках «Государство». И именно республики имеют свои конституции. Остальные субъекты, и Москва, и Санкт-Петербург, другие края, области, они имеют устав. Что касается муниципальных образований, то в соответствии с федеральным законодательством, в соответствии со 131-м федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления, они имеют уставы. Иногда бывает как-то неловко, вот во время выборов некоторые кандидаты ни сном, ни духом не знают, что есть устав муниципального образования. Они не знают, что такое разграничение полномочий, что такое федеральные полномочия, что такое совместные полномочия 72-й статьи Конституции, или сугубо полномочия субъекта, да, республики. И они не знают, чем должны заниматься органы местного самоуправления, но при этом идут на выборы. Здесь, конечно же, мы должны сказать о том, что очень важно нам поднимать уровень правовой культуры, да. Во-первых, я уважительно отношусь к этим людям, потому что они активны. Они активны, это уже плюс. Но с другой стороны, минус в том, что они не совсем посвящены в вопросы государственного строительства, вопросы Конституции. Вот почему я, начиная с 2016 года, веду авторскую программу на НВК Саха, называется «Конституция и мы». И провел уже 72 передачи, и посредством приглашаемых мною гостей я раскрываю потенциал Конституции той или иной статьи. Почему? Потому что просто так читать Конституцию не очень хорошо и может быть скучно. Это да? не А бесцельно, когда да? человек приходит и говорит о том, как реализуются права коренных малочисленных народов Севера, или кто-то говорит о развитии языка якутского, да, или кто-то говорит о работе парламента, разъясняет, кто-то говорит о работе администрации главы и правительства, людям становится понятно, что все это в соответствии с Конституцией. И всегда говорю, что Конституция, она для нас должна быть настольной книгой. Почему? Потому что вот каждый раз, когда я обращаюсь к Конституции, я читаю новыми глазами с высоты прожитых лет, приобретенного опыта, знаний и так далее. Поэтому я хочу отметить, что Конституция Российской Федерации уже в этом году будет 31 год, прошлый год был юбилейный, да? Нашей Конституции уже 32 года. Почему? Потому что наша Конституция была принята на 1,5 года раньше, чем Российская Конституция. Вот почему у нас было такое явление, как приведение Конституции Республики в соответствии с Конституцией Российской Федерации. То есть это не жесткий, скажем так, диктат федерального центра, это нормальное юридическое явление. Да, и Конституция Республики, она принята нашими народными депутатами, и в него вносятся изменения, дополнения также Государственным собранием Илтумен. Александр Николаевич, вы сказали, что 12-й созыв Верховного Совета, он обладал определенным мужеством. Да? Я соглашусь, потому что если учитывать экономический и политический фон того времени, 92-го года, да, когда пустые полки, это наследство и Советского Союза, это и вот этих реформ, которые в ближайшем будущем, после вот этих 27 апреля 92 года, они получат еще больше размах. Это было непросто.
То есть человек, который в то время обладал полномочиями совершать какие-то изменения в основные документы, он должен был быть мужественным человеком. Ну, конечно же, вот наш первый президент, который в мае 1990 года с трибуны съезда народных депутатов России сказал о том, что необходимо поднимать статус автономных республик. Мы даем очень много для Родины, отгружаем алмазы, золото, но мы при этом можем хозяйствовать только с точки зрения руководства коммунальным хозяйством. Это нас не устраивает, мы бы хотели иметь свою долю именно в том, сколько мы даем. Наши природные ресурсы должны работать во благо народа. Это было заявление. Ну и в последующем во всех своих действиях Михаил Ефимович добивался того, чтобы Республика Саха-Якутия получала свое. В этом отношении я могу отметить как пример то, что в 1992 году была создана акционерная компания «Алроса» при поддержке президента Бориса Николаевича Ельцина, при поддержке первого зампреда правительства Сколково. И вот то, что сегодня главная бюджетообразующая компания «Алроса» у нас есть, в этом заслуга Михаила Ефимовича Николаева. И второе, то, что эти два документа, о которых я говорил, соглашение по экономическим вопросам, соглашение по разграничению собственности, создавали правовую базу для деятельности органов государственной власти Республики Саха-Якутия именно во благо народа. И вот почему мы, наверное, тот этап прошли более-менее уверенно. И, конечно, я не зря подчеркиваю роль Верховного Совета 12-го созыва, где у нас появились постоянные комитеты, которые возглавляли народные депутаты. Допустим, сфера образования Матвей Васильевич Мучин, да? Вопросы госстроительства Петраков Анатолий Дмитриевич, который очень активно работал, в том числе по проекту Конституции Российской Федерации. Допустим, то, что я упомянул, республика в скобках государства, это именно благодаря усилиям наших представителей включено в Конституцию. Потому что дебаты по проекту Конституции Российской Федерации, они были не просто эмоциональными, они были даже в каких-то вещах трагическими. Вы, наверное, помните октябрь 1993 года, когда был расстрел Белого дома из танков, да? Когда законодательный орган подвергся вот такому испытанию и был распущен. Да? И вот почему 12 декабря 1993 года мы тогда принимали не только Конституцию Российской Федерации всенародным голосованием, референдум, мы еще сформировали Госдуму первого созыва, избрав народных депутатов. Тогда был Егор Петрович Жирков избран. Мы сформировали Совет Федерации. 2 представителя от Республики Саха-Якутия были избраны, а не делегированы. Это Михаил Ефимович Николаев и Эдуард Яковлевич Эстерлейн. Тогда он был главой Нерюнгринского района. То есть и мы сформировали Илтумен двухпалатный. То есть Палата Республики, состоящая из 35 депутатов, и Палата представителей, состоящая из 21 депутата. Но они были тогда избраны на 4 года. В последующем уже в 1997 году, когда проходили выборы, значит, опять же в Палату Республики и в Палату представителей, но уже в количественном соотношении 35 человек. То есть сформировался парламент в составе 70 народных депутатов, где в Палате Республики были представлены все районы вне зависимости от количества населения. Будь то малочисленный Оленёкский, Анабарский улус или город Якутск, они имели по одному депутату. Ну, я думаю, что вот как народный депутат Илтумен 2, 3, 4, 5 созывов, ну, как бы отслеживая работу парламента, хочу отметить, что действительно были блестящие люди. Ну, если возьмем Палату Республики, первым председателем был Егор Михайлович Ларионов, вы его хорошо знаете. Председателем Палаты представителей был Афанасий Илларионов. Афанасий Петрович Илларионов тоже выпускник Свердловского юридического института. Оба они были юристами, чем мы гордимся, да. А во втором созыве Палату Республики возглавил Василий Васильевич Филиппов,
ректор Якутского госуниверситета и президент Академии наук Республики, и Николай Иванович Соломов, который неплохо себя проявил в первом созыве. В третьем созыве мы уже работали в режиме однопалатного парламента. И вначале был Николай Иванович, затем Нургун Семенович Тимофеев. Четвертый созыв возглавлял Виталий Николаевич Басагысов, пятый созыв Александр Николаевич Жирков, шестой созыв начинал Петр Васильевич Гоголев, потом Алексей Ильич Еремеев, который возглавляет сейчас седьмой созыв. Вот такая история. И, конечно же, народные депутаты — это народные избранники, которые работают по принципу того, что представляет интерес своего округа, но главная их задача, конечно же, сформировать ту законодательную базу, которая была бы эффективной и полезной. А с точки зрения правоприменительной практики, конечно же, этим занимается правительство республики. И, конечно, вот с этой точки зрения я хотел бы подчеркнуть, что при Михаиле Ефимовиче Николаеве, при Вячеславе Анатольевиче Штырове, при Егоре Афанасьевиче Борисове, при Айсене Сергеевиче Николаеве именно роль правительства, она является достаточно высокой. Почему? Потому что сегодня по Конституции правительство республики является высшим органом исполнительной власти. Я опять же скатываюсь на уровень простого столера, который интересуется политикой. Да? Такие люди всегда были, согласитесь? Им нравилось обсуждать, вот, а что делают там руководство, Тайнат и так далее, и так далее. Были созданы определенные площадки для того, чтобы жители не только Якутска, но и расширяющегося группы интернета в ближайших улусах, потом последовали ее расширения, они могли на своем уровне, опять же, на своем уровне, не на уровне парламента и так далее, да, на своем уровне обсуждать какие-то политические явления. Согласитесь с этим? Да, ну это нормальное явление. Почему люди могут выражать различные мнения. Да? Здесь я хотел бы одну деталь подчеркнуть, что во всяком случае у людей, у общества, да, как такового, должен быть реальный диалог с властью. И Республика Саха-Якутия является единственным субъектом Российской Федерации, который практикует отчет правительства перед населением, когда во все поселения выезжают бригады, отчитываются, слушают, что хочет народ, какие есть критические замечания, по ним формируется план мероприятий для реализации. Во-вторых, все-таки у нас должна быть определенная культура уважения к власти. Власть же не захватывается, она формируется в том числе посредством выборов. Те же народные депутаты Илтумен избираются нами. Половина народных депутатов, 35 человек по одномандатным округам, вторая 35 человек по партийным спискам. И избиратели проявляют свою волю и избирают, то есть придают им легитимность. Глава республики, а раньше президент, также избирается, причем на альтернативной основе. То есть если народ выбирает, это и есть степень доверия. А то, что народ или представители народа или какие-то группы критикуют, но это такое вот явление, как говорят... Присущее. Да. Ну, с одной стороны, дисциплинирует, с другой стороны, как-то не очень позитивно, когда просто так критиковать. Когда критикуешь, ты должен что-то предлагать. Вот у нас присутствует первое, но отсутствует второе. Обязательно позитивная критика, она должна реализовываться в том, что я критикую, а нужно сделать так. Вот тогда, да, действительно. Поэтому, конечно, не позавидуешь тому же Айсену Сергеевичу, который всегда находится в зоне критики. Что бы он ни делал, всегда найдутся люди, которые скажут, что это плохо, что это очень плохо, или какие-то клички будут давать и так далее. Но к чести Айсена Сергеевича, он считает, что он работает правильно, и он делает свою работу. Причем делает качественно. Я почему вот упомянул какие-то площадки, которые, еще раз, скажите, а в 2022 году были такие площадки, ну, возможно, в виде кухонных собраний, да, каких-то городских сходов и так далее, поселенческих сходов, где люди могли обсуждать те или иные политические вещи? В 2022 году. Потому что мы смотрим исторические свидетельства. Исторические, ну, да, в моем случае литература. Смотрите, Ильф Петров, да? Персонажи, которые назывались пикейные жилеты. Бриан — это голова, палец ему не засовывает там, и так далее. Это был примерно 26-й год. В 22 году, еще раз, на территории Якутской республики существовали ли, возможно, какие-то
вот эти дискуссионные площадки? Еще как. Потому что в 1922 году тогда были разные группы. Тогда мы были разделены на белых и красных. Вы, наверное, помните тот период. Но к чести вот Максима Амосова, Платона Юнского, например, Алексей Широких, он не был членом ВКПБ. Он представлял либеральную структуру, да? То есть лигу беспартийных. И тогда дебаты, они были самые настоящие. Они могли собраться в 6 часов вечера, закончить в 4 часа утра. Понимаете, вот до того, как они не придут к общему знаменателю или не дойдут до истины, они могли спорить до хрипоты. В то время и газеты публиковали какие-то новости, мысли разных людей. То есть человек мог прочитать и посмотреть, какие существуют, так сказать, направления споров, к чему нужно присоединяться, что надо поддержать и так далее. Действительно, с точки зрения открытой такой демократии, в то время все это наличествовало. А время нынешнее чем отличается от того же 22 года? Есть оформленные площадки, ну, например, представительные органы муниципальных образований на уровне поселений, они всегда обсуждают те или иные процессы. У них, допустим, у муниципальных образований, значит, районов, городских округов, да, есть возможность, значит, участвовать в законодательном процессе, поскольку по Конституции Республики у них есть право законодательной инициативы в адрес Государственного собрания Илтумен. Равно как у Государственного собрания Илтумен есть право законодательной инициативы в адрес Федерального собрания, то есть они могут участвовать в формировании законодательства федерального, а муниципальное образование республиканского. То есть в любой момент, если я чем-то недоволен, я могу подготовить законопроект и принять его на уровне представительного органа местного самоуправления какого-либо муниципального образования и представить Госсобранию Илтумен, и это будет рассмотрено. Что касается общественных площадок, вы, наверное, слышали, вот я, начиная с 1996 года, веду общественно-консультативный круглый стол «Кустук Радуга». Приглашаю разного рода гостей, и мы обсуждаем какие-либо актуальные вопросы. И мы не принимаем там какие-то рекомендации, обязательные резолюции и так далее. Просто мы обсуждаете. Приглашаем средства массовой информации. Я бы мог посоветовать, чтобы в муниципальных образованиях были подобного рода площадки, где люди могли бы собираться в таком постоянном режиме и обсуждать те или иные вопросы. Это очень важно, чтобы, как вы правильно заметили, были площадки, где люди могли себя проявить, высказаться и так далее. Не только во время отчета правительства, а именно в постоянном режиме, раз в квартал, 2 раза в квартал, это не важно. Но у них должны быть, собственно, свои площадки. Но здесь есть у нас такие механизмы, как Общественная палата Республики Саха-Якутия, как раз-таки вот сформированы они. Значит, определенное количество представляет глава республики, определенное количество избирает Илтумен. И вот эти два сформированных, так сказать, членов, две группы членов, они уже на совместном заседании сами будут избирать еще третью часть общественной палаты. То есть это площадка, да. То же самое при муниципальных образованиях бывают общественные советы при главе, бывает в некоторых случаях общественные советы при представительном органе. Это тоже хорошие площадки. То есть, когда я хочу что-то сделать полезное, я вот именно в рамках этих площадок. Но у нас бывают и диванные эксперты, которые считают, что они все знают. Смотрите, тогда вы хотите сказать, что наши предки, которые сформировали Якутскую автономную советскую социалистическую республику, сформировали, потому что вложено было огромное количество сил, они обладали большим уровнем политической культуры, так? Да, в то время очень были такие активные кружки, политические кружки. Вот то, что Емельян Ярославский или Серго Орджоникидзе, как же они повлияли на рост того же Максима Амосова или Платона Юнского, потому что они были их учениками. Правда, в то время еще они занимались в подпольных кружках, обучаясь в Якутской учительской семинарии. Но в то же время, когда
была совершена Великая Октябрьская социалистическая революция, они уже вышли, так сказать, на открытую площадку, и вот их знания, они опирались на теорию, в том числе марксистско-ленинскую теорию. И, допустим, «Капитал» Маркса или «Труды» Ленина, они не теряют актуальности на сегодняшний день, но, к сожалению, сегодня мало людей, которые интересуются именно с точки зрения политической платформы, да. Мы же хотим все сразу и побольше, да. Вот как-то вот сегодняшний тренд сегодняшнего времени без больших усилий чего-то добиться. Иногда бывает грустно смотреть на таких ребят, которые хотят прийти в политику, но при этом из себя ничего не представляют. А для них вот приход в политику, он связан с чем? На мой взгляд, с таким нехорошим словом могу сказать, как подхалимаш. Я хочу опять же вернуться в 22 год. Да? Мы все критикуем национальную политику того времени. Ну, привыкли критиковать. Возможно, на уровне диванных критиков, да, потому что мы не знаем, каковы были реальные обстоятельства того времени. И говорить о том, что Ленин со Сталиным подложили бомбу замедленного действия, образовав якутскую автономию, ну, как-то некорректно. А история же не терпит каких-то сослагательных наклонений. Но что бы, если в 22 году была бы образована Дальневосточная союзная республика? Ну, были такие дебаты и про Сибирскую республику. Вот в том числе Гаврил Васильевич Ксенофонтов об этом говорил, о том, что нужно создавать республику, которая могла бы, потому что Россия большая, Москве мы неинтересны и так далее. Ну, как говорится, не от хорошей жизни. А что касается создания национальных республик, республик по национальному признаку, то я не думаю, что это была ошибка. Наоборот, в этом, когда мы даем определенную свободу, с другой стороны, что такое свобода? Оборотная сторона медали — это ответственность. С одной стороны свобода, а вторая — это ответственность. То есть некоторые смеются, когда вспоминают слова Бориса Николаевича Ельцина: «Берите суверенитета, сколько сможете проглотить». Да? Тут он же говорит не только о том, чтобы с чего-то нахапать. Вы должны понимать, что это степень ответственности. То, что делала Республика Саха-Якутия во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым, с Климентом Егоровичем Ивановым, то именно власть взяла на себя ответственность за развитие республики. Да? Почему? И причем здесь приобрела определенный инструментарий для реализации тех или иных задач, которые они поставили. Да, я согласен с вами, Дмитрий Васильевич, в части того, что сегодня на федеральных площадках некоторые, так сказать, эксперты в кавычках громко кричат: зачем мы организовывали эти национальные республики, это вот мина замедленного действия. Но я хочу сказать, что за Якутию вы не беспокойтесь, потому что в 2032 году мы вместе с вами будем отмечать 400-летие вхождения Якутии в состав Великого Российского государства. И ни разу Якутия не предала Россию. И в Первую мировую войну, и во время Великой Отечественной войны. В других ситуациях наши достойные представители с оружием в руках защищали интересы России. И сегодня вы посмотрите, сколько у нас героев России, которые на полях сражений не просто получили это в подарок, на полях сражений доказали, что они настоящие герои. И не зря, наверное, оценка дается им, что эти люди действительно имеют стержень, и они готовы к экстремальным условиям. Они не какие-то вот асфальтовые мальчики. Это те ребята, которые действительно и охотники, и рыбаки. И я, как президент Сахада Спорт, горжусь, что многие из них масс-рестлеры, хапсагаисты, прыгуны и так далее. Потому что мы посредством игр наших предков, передавая эту культуру из поколения в поколение, воспитываем не только духовную, но и физическую часть молодого человека. Да? Духовное, физическое воспитание — это очень важно. И не зря вот Владимир Владимирович Путин говорит о том, что мы должны дорожить единством России, мы должны дорожить тем, что у нас самая многонациональная страна, самое многонациональное государство. А те, кто хотят раскачивать это, как раз-таки служат нехорошим интересам Запада. Поэтому я хотел бы призвать всех якутян, чтобы мы были
единый, монолитный. И вот итоги выборов показали, что мы перешли все исторические максимумы, да, и по проценту участия, да, и по проценту поддержки. Вот таких результатов массовости у нас еще не было. 77% участия, 87% поддержки. Поэтому я думаю, что работает принцип «нас бьют, а мы крепчаем». В 92 году мне было 22 года, я только начинал свой тернистый путь в журналистике, да, Александр Николаевич. Я очень рад, что по прошествию 32 лет я созрел для этого разговора. Я просто пройдя вот этот путь от молодого внештатного корреспондента молодежной редакции до политического обозревателя, заслужил право пригласить Александра Николаевича Кемкемена, человека, еще раз говорю, одного из воплощений вот тех событий, о которых мы сейчас говорим. Мы отмечаем вот уже с 92 года к 32 года вот этот замечательный праздник. День Республики, который, еще раз, связан с двумя датами. Это образование Якутской АССР в 22 году. 102 года. Да. И 32 года. И 32 года Конституции, которая фактически положила начало Второй Республики. Спасибо вам, Александр Николаевич. Я еще раз всегда ценю, когда люди не то что подстраиваются под публику, да, они понимают формат и выглядят в этом формате очень хорошо. Мы сегодня с вами, наверное, я думаю, что не выглядели очень так отрицательно для наших телезрителей. И те люди, которые хотят думать, хотят мыслить, у них есть свое мнение. Им будет интересен наш с вами сегодняшний разговор. Это была программа «Один из нас». Увидимся.